Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. О главных событиях этого дня в ближайшие полчаса. Сразу 3 установки сегодня запустили на Танека. Мощности завода выросли, при этом сохранена глубина переработки нефти. На открытие установок приехал Рустам Минниханов. Президент Татарстана подчеркнул, сегодня Танека – это лучший нефтеперерабатывающий комплекс в нашей стране. В этом году предприятие установило рекорд, дан старт 7 новым производствам. Так компания завершает свой юбилейный год – 10 лет со дня образования. Какие перспективы откроются после введения новых производственных установок, расскажет Гульнара Минниханова. Запускаем в эксплуатацию. На Танека сегодня день открытий. Запустили сразу 3 установки: газофракционирования, каталитической изодепарафинизации дизельного топлива и установку замедленного коксования. В новое производство вложено 29,5 миллиардов рублей. Я всех вас благодарю за вашу хорошую работу. С пожеланиями дальнейшего процветания. Ваш успех – это благосостояние нашей республики. Продуктами установки газофракционирования станут пропан, пропан-бутан, нормальный бутан и изобутан. Это 350 тысяч тонн в год. Таким образом, ассортимент выпускаемых нефтепродуктов Танека расширится. Новая установка дизельного топлива – это вклад Татнефти в госпрограмму освоения Арктики. Особенность в том, что данный комплекс является на 70% отечественным, а также является, можно сказать, полным аналогом таких зарубежных систем общепризнанных. Это Якогава, Honeywell, Siemens, Allen Bradley. Установка замедленного коксования уже 2-я на Танека. Ее запуск увеличит годовую производительность Танека до 16 миллионов тонн, а значит увеличится налоговые отчисления в федеральный и республиканский бюджеты. Значит, отчисление в Российской Федерации будет на уровне 87 миллиардов рублей, то есть увеличение на практически 37 миллиардов рублей. В Республике Татарстан это будет 5,6. Дополнительно добавилось порядка 400 мест, рабочих мест. Это технологичные места. Это у нас и операторы сюда в это число входят, и слесари-КИП, и слесари-ремонтники. Рустам Минниханов и Наиль Маганов провели традиционные совещания и наградили работников компаний и подрядных организаций. В этом году Танека запустил 7 новых производств. За 10 лет работы введено в эксплуатацию 28 установок. За 10 лет работы Танека переработал свыше 90 миллионов тонн нефтесырья. Всего с начала строительства завода инвестировано порядка 470 миллиардов рублей. На предприятии созданы условия для сотрудников. Сегодня президент посетил новые бытовые корпуса. Здание находится за пределами завода, и сотрудники попадают на рабочие места уже в спецодежде. Это влияет на уровень безопасности персонала. Гульнара Минниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Сегодня в Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в Кировском районе Казани. Он провалился в люк на улице Клары Цеткин. Мужчина умер на руках у врачей. Как выяснили следователи, это был вкопанный в землю резервуар с отработанным мазутом. Но кому принадлежит объект? Вопрос до сих пор открытый. Так же, как и открыты 5 люков на месте ЧП. В этом убедилась и наша съемочная группа. Резервуар с мазутом расположен за бетонным забором, но попасть сюда может каждый. Всего здесь 5 колодцев. Некоторые из них защищены специальной сеткой, а, например, этот сетку уже не имеет. Судя по следам мазута, именно в этот колодец провалился погибший. Бетонная ловушка 5 метров глубиной, примерно на 2 метра, заполнена плотными продуктами нефтепереработки. Погибший вполне мог спастись, но здесь сыграли свою злую шутку сразу же несколько факторов. Во-первых, у соседнего люка лестница не доходит до дна. Во-вторых, погибший мог просто надышаться парами. В-третьих, мог быстро выбиться из сил. И, наконец, в-четвертых, просто не заметить лестницу в потемках. Кому принадлежит территория, почему не обеспечена охраной, и сутки спустя колодцы остаются открытыми. Что-то водоканал, мне кажется. Это от завода осталось. Рядом с резервуаром находился завод «Серп и молот». Позже в здании открылся торговый центр «Адмирал», который сгорел еще в 2015 году. Владельца подземной цистерны нам отыскать не удалось. Впрочем, его личность неизвестна и следствию. Или данные просто не разглашаются. 19 декабря из цистерны с отработанным мазутом был извлечен неустановленный мужчина, который через некоторое время скончался. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура также даст правовую оценку работе организации, на территории которой произошел данный инцидент. В прокуратуре взято на контроль расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
На месте трагедии была обнаружена болгарка. Следователи предполагают, что мужчина собирал металлолом. Поэтому и пришел на заброшенный пустырь. В темноте не заметил открытый колодец и провалился. По версии следствия, предварительная причина смерти – отравление. Тагир Валиди, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Сегодня утро в Казани началось с 9-бальных пробок. Из-за снегопада город встал, на дорогах была снежная каша. Разметки не видно, на некоторых участках проезжая часть сузилась на полосу. Непростую дорожную ситуацию усугубили и аварии. Исполком вывел на улицы 300 единиц техники и 500 рабочих. В Казани работают горячие линии по уборке. Номера указаны на портале мэрии. Также заявки принимают через сервис «Открытая Казань». О незаконных снежных свалках можно сообщить в Министерство экологии. В Набережных Челнах замело участок трассы М7 и первую автодорогу. Из-за плохих погодных условий в результате ДТП погиб 1 человек. Последствия снегопада устраняли 98 единиц спецтехники. Как сообщили синоптики, снегопад в Татарстан принес активный циклон. В ближайшие сутки осадки сохранятся. Температура будет держаться около нуля. В среду и четверг будем находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Небольшие осадки, небольшой снег еще возможен местами, но вот температурный фон будет понижаться. В среду температура резко упадет до минус 17 днем, до минус 22 ночью. Пик морозов придется на четверг и пятницу. Температура понизится до минус 27 градусов. В субботу холода еще сохранятся, а затем температура вновь существенно повысится. В Казани начнут блокировать колеса машин, владельцы которых снимают госномера на муниципальных парковках. Новую меру против нарушителей ведут уже в эту среду, 22 декабря. Сегодня об этом сообщили в мэрии и показали, как будут ставить блокираторы. Пока нарушителей только предупреждают, прикрепляя специальные уведомления. Какое наказание их ждет уже в среду, расскажет Вероника Гайнудинова. Крепится только с водительской стороны переднее колесо. Ярко-желтые блокираторы только со стороны водителя. Так он заметит установку и не повредит свой автомобиль. Теперь водители, которые сняли или закрыли госномера, не смогут сдвинуться с места. Нововведение для нарушителей начинает действовать 22 декабря. Мы все прекрасно понимаем, для чего у нас снимаются номера на муниципальных парковках, чтобы не оплачивать. И вот чтобы определить лицо, которое нарушает правила пользования парковками, вот принято решение устанавливать блокираторы, и после того, как лицо появится, блокираторы будут сниматься, и на это лицо будут составляться административные материалы. Водителю нужно позвонить по городскому номеру, указанному на блокираторе. Приедет инспектор и составит протокол. И только после этого автомобиль будет разблокирован. По статистике, 9 из 10 автомобилей на муниципальных парковках в центре города стоят вот так, без номеров. Жалуются не только те, кто готов оплачивать парковку, но мест нет. В последнее время много обращений от предпринимателей. И их клиентам негде ставить машины. Большинство водителей вынужденную меру поддерживают и считают необходимой. Для того, чтобы поставить свою машину в центре, даже платно, невозможно найти место. Приезжаешь, все машины стоят со снятыми номерами. Причем машины очень бедные, стоят прям, действительно крутые. Люди не считают нужным платить за парковочное место. Не надо трогать машину, даже если не заплатили, потому что диски могут быть дорогие, кто-нибудь не заметит, он же может поехать, и все, потом какой дорогой ремонт. Если ты себе позволяешь, купить автомобиль какой-нибудь, особенно когда дорогущий, то будь добр, платить 50-100 рублей. Так. Блокировка нужна, чтобы оперативно установить собственника машины, пояснили в мэрии. И пообещали, что сотрудники будут максимально быстро подъезжать к нарушителям и решать вопрос. Правила для всех одинаковые. Нравится, не нравится. Никто из них не хранит холодильник на лестничной площадке, поэтому мы ушли от дорожного хаоса. Большая работа была проведена. Поэтому возврата к этому не будет. Всех нарушителей ждет административная ответственность. Штраф за нарушение правил пользования муниципальной парковкой 2500 рублей. Вероника Гайнудинова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Нижнекамск получил 10 автобусов нового поколения. Они закуплены при поддержке президента Татарстана. В автобусах 20 посадочных мест. Всего он вмещает 50 человек. Одно место для инвалидов. Транспорт также оснащен пандусами на задней площадке. Автобусы выйдут на маршруты после прохождения всех необходимых процедур: постановки на учет, техосмотра и лицензирования. Надеемся, еще 20 автобусов НИВАЗов возьмем.
И вот 50 автобусов, если таких будет, 20 нефазов будет. Нам пригород надо будет. Минут штук 15 газелей будет. Я думаю, что тогда мы полностью закроем полностью все наши потребности. Но осталось найти водителей, определить с предприятием и начать ездить только. В Татарстане выявлено 99 новых случаев коронавируса за последние сутки. 44 пациента госпитализированы, 7 человек умерли, сообщает республиканский штаб. Больше всего заболевших в Казани и Набережных Челнах. По стране за сутки 27 тысяч случаев заражения ковид. Скончались более 1000 россиян. Накануне от коронавируса привились более 3000 татарстанцев. Почему 4000 семей соципотечников не могут потратить 2 миллиарда рублей мат-капитала на покупку жилья? Татарстанская поправка и как разрешится правовая коллизия? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Альметьевске состоялось заседание Совета директоров Татнефти. Его онлайн провел Рустам Минниханов. Здесь рассмотрели прогнозные показатели бизнес-направления по разведке и добыче на следующий год. Совет директоров принял решение обеспечить решение задач с учетом внешних факторов и решений ОПЕК+. Компания возобновила геологоразведку в Ливии, где у нефтяников есть соглашение на разведку и раздел продукции. В Туркменистане реализуется сервисный контракт с компанией «Туркменнибит». Круглогодичному футболу быть. Сегодня в 5 городах республики одновременно открылись крытые футбольные манежи. В Альметьевске, Бугульме, Агрызе, Заинске, Чистополе. Все спортивные объекты оборудованы по последним стандартам в области спорта. Искусственный газон, просторные душевые, раздевалки и медкабинет. Построили их по республиканской программе. В открытии манежей в онлайн-режиме принял участие и президент республики. В Альметьевске крытый мини-манеж «Алан» возвели рядом с 24-й школой. Эмоции юных спортсменов увидели Филюза Хамидуллина. Раз, два, три. Резвану Галимову 8 лет. 4 из них занимаются в спортивной школе. Зимой играли на манеже с деревянным полом. Теперь условия совсем другие. Мне понравилось то, что тут закрыто, и это не на улице. И еще тут очень тепло. Очень большие возможности, конечно, потому что все соревнования у нас проходят на искусственных полях в основном. Это большой плюс будет для развития футбола в Альметьевске, для обучения детей. 5 футбольных манежей объявляю открытыми. Поздравляю вас всех! Не только в Альметьевске. Сегодня и в других городах республики открыли такие же крытые манежи. В Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе. В онлайн-режиме все города поприветствовал Рустам Минниханов. У нас была давняя мечта в связи с климатическими особенностями нашей республики обеспечить наши муниципалитеты крытыми, отапливаемыми спортивными сооружениями с искусственным травяным покрытием. Да, мы сделали большие проекты, это Казань, 2 больших манежа, Челны, Нижнекамск, ну и вот приступили к работе по возведению тренировочных закрытых манежей. Построили объекты в рамках республиканской программы. Рустам Минниханов отметил, в Татарстане ведется масштабная работа по созданию спорткомплексов. У нас сегодня физической культурой и спортом занимается более 51% нашего населения. И, конечно же, вот футбол – это порядка 50 тысяч человек. И я уверен, что наличие вот этой инфраструктуры, эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Я бы хотел поблагодарить наши предприятия, компании. Очень много вкладывает в спорт компания «Татнефть», вот, «Татэнерго», другие наши компании. И, конечно же, мы очень надеемся, что такая работа и дальше будет продолжена. И сегодня из Москвы татарстанцев поприветствовал и министр спорта России Олег Матыцин. Республика всегда демонстрирует очень позитивный пример,
который мы всегда рекомендуем для использования другим регионам, взаимодействие государства и бизнеса. И вот сегодня открытие манежа еще раз это подтверждает, насколько важно сегодня в наше непростое время такое сотрудничество. Все комплексы построены по типовому проекту. Здесь ребята смогут не только тренироваться, но и проводить соревнования. Раньше мы занимались на стадионе, одевались очень, было холодно, неудобно. А сейчас у нас появился манеж, и сейчас нам очень стало тепло и удобно, уютно. Одновременно на таком крытом манеже могут заниматься 20 детей. Кроме основного зала, здесь есть еще просторная раздевалка, душевая и кабинет для оказания медпомощи. Сейчас мы круглый год можем заниматься. То есть для детей это просто идеальные условия. Причем манеж оборудован по самому последнему слову техники, то есть все автоматизировано. Сейчас в республике футболом занимаются 10 тысяч ребят. Задача – построить такие мини-манежи в каждом городе. У нас уже много лет в республике проводится зимний чемпионат республики по футболу. У нас в целом 50 отделений футбола в спортшколах республики, чтобы в большинстве, по крайней мере, отделений находились вот такие манежи. В этом году в Татарстане открыли 15 объектов по программе строительства универсальных спортплощадок, в том числе 2 модульные лыжные базы. В планах на следующие 6 футбольных мини-манежей. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Сегодня День работника органов безопасности России. Сотрудников и ветеранов службы поздравил премьер Алексей Песошин. Защита национальных интересов страны, обеспечение суверенитета и территориальной целостности, сохранение стабильности в обществе являются для вас священным долгом и почетной обязанностью. Руководство республики выражает искреннюю благодарность за самоотверженную службу и уверенность в том, что вы и впредь будете успешно справляться с новыми ответственными задачами во имя обеспечения безопасности нашей страны. Говорится в поздравлении Алексея Песошина. На каких машинах команда КамАЗ-Мастер отправится покорять Дакар-2022? Как идет подготовка экипажей? Кто из пилотов представит Татарстан на престижной международной гонке? Об этом сегодня на онлайн-пресс-конференции в Москве рассказали сами гонщики и руководитель команды КамАЗ-Мастер Владимир Чагин. Подробности у Юлии Гоголевой. Когда ты уверен в своем автомобиле, когда ты нацелен на результат. До главного старта года ралли «Дакар» остается меньше 2 недель. За звание самых выносливых и надежных гонщики будут бороться в тяжелейших условиях со 2 по 14 января. А значит, с празднованием Нового года придется повременить. Техника уже находится на территории Саудовской Аравии. Паром, корабль большой с машинами участников из Марселя прибыл буквально несколько дней назад в Джидду. Техника готова к бою. Команда в течение декабря проходит различные тренинги, обучающие семинары. 44-й по счету «Дакар» в Саудовской Аравии проходит уже 3-й год подряд. Финиширует команда 14 января в портовом городке Джидда. На этот раз КамАЗ-Мастер представят 4 спортивных грузовика. Пилоты Антон Шибалов и Андрей Каргинов выступят на доработанных машинах предыдущего модельного года. Действующий чемпион Дмитрий Сотников и 5-кратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев опробуют 2 новые модели семейства К5. Много внедрено легких компонентов, связанных как раз-таки и с развесовкой, и с общим весом автомобилей, где автомобиль имеет очень красивый облик. Вот. Также проведены работы с турбокомпрессорами. Команда выезжала на высокогорье. То есть не только машины тестируются у нас в Татарстане, также мы выезжаем и в Казахстан. Маршрут Дакара в этом году непростой. Много кольцевых спецучастков, песчаные дюны. Пилоты признаются, чтобы победить, придется выкладываться на все 100 на каждом из этапов. Все-таки Давид Кострай делает упор именно и в это направление, чтобы было много соревнований, было много борьбы и пилота, и штурмана. Поэтому расслабляться нельзя ни в какой день и ждать где-то там прямой участок ровный. То есть они все насыщенные, все длинные, то есть такие хорошие рабочие участки, я думаю, будут до финиша. Все члены команды КамАЗ-Мастер перед поездкой привились от коронавируса. У всех уже есть антитела. Впрочем, антиковидные меры на ралли соблюдаются очень строго. Сегодня Владимир Чагин рассказал, как это было в прошлом году. Допущены, безусловно, только здоровые спортсмены. Никакого там коронавируса на биваке не было. Доступ на бивак был сильно ограничен со стороны посторонних людей. Также перемещения внутри бивака команды старались практически не совершать. К сожалению, на этот раз на экипировке и автомобилях КамАЗ-Мастера не будет российского флага, но он остается на регистрационном номере наших машин. Команда вылетает в Саудовскую Аравию уже 26 декабря.
Юлия Гоголева, ТНВ, Казань. В Альметьевске прошел благотворительный театральный фестиваль «Снежность». Он проходит при поддержке мецената Андрея Комарова и группы компании «Римера». Особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья и воспитанникам детских домов. На сцене драмтеатра представление Московского областного кукольного театра «Мороз Иванович». Артисты приехали на благотворительный фестиваль «Снежность». Он проходит 18-й раз. Артистов и зрителей поприветствовал руководитель группы компании «Римера» Станислав Великий. Он отметил, проект создан для приобщения детей к миру искусства через театр. В первую очередь фестиваль направлен на то, чтобы вовлекать в социальную среду детишек, у которых сложная жизненная ситуация, которые социально не до конца адаптированы, и через вот эти творческие мероприятия, через общение со своими сверстниками, через общение через сцену, они адаптируются к современным реалиям и к настоящей жизни. За эти годы у фестиваля появились свои зрители. Мы очень рады, что уже больше 10 лет этот фестиваль проводится в городе Альметьевске. И вот группа компаний, серьезная группа компаний «Римера» могла организовать такой праздник, сделать его регулярным и действительно знакомить детей с творчеством и работой тех коллективов культуры со всей России. Фестиваль «Снежность» в этом году охватил более 1200 зрителей. Это дети работников группы компании «Римера», социально незащищенные ребята и подростки Альметьевска. Детям понравился, и я тоже с удовольствием посмотрела. Но учит добру и злу. Вот. Нам, детям, это самый раз. Спектакль был отменный, нам очень все понравилось. У детей большие искренние эмоции. Спасибо большое меценату Андрею Комарову, что сделал такое представление. Это от души, от сердца, несмотря в такое время. Спасибо то, что есть действительно такая возможность с детьми и семьей прийти, детям показать, отдохнуть. В этом году впервые в рамках фестиваля организовали мастер-классы и творческие встречи. В Альметьевске педагоги, театральные деятели и специалисты-реабилитологи обсудили, как можно формировать инклюзивную образовательную среду для детей с особенностями здоровья. Режиссер Дмитрий Ерохин поделился творческими методиками, которые успешно применяются в Озерском театре кукол. Много внимания особенным детям не бывает. Эти занятия, которые благодаря Андрею Ильичу Комарову, главному меценату этого проекта, мы смогли себе позволить. Это как раз и есть тут первый, наверное, шаг в сторону развития, дополнительного развития ребят, с которыми мы занимаемся. В этом году фестиваль носит девиз. Мы взяли его «Мир на ладошке». Мы ищем способы реабилитации и социализации детей приемами актерского мастерства и атмосферы, созданной внутри театра. Фестиваль «Снежность» прошел и в других городах Поволжья и Урала. Он охватил более 15 тысяч детей. После просмотра спектакля каждый юный зритель по доброй традиции получил сладкие новогодние подарки. Филюза Ахмедуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Сегодня в Казани подвели итоги конкурса журналистских работ «Культурное перо». Проводится он впервые. На конкурс поступило 77 работ в 7 номинациях. Журналисты писали о родном языке, сохранении культуры и национальных ценностях. Были отмечены культурные блогеры, телеоператоры и журналисты. Среди победителей наши коллеги, корреспондент программы «Новости Татарстана» Алия Хайрудинова и телеоператор Данил Филатов. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов провел в Казани в плавательном бассейне «Оргсинтез» мастер-класс для юных пловцов. Легендарный спортсмен приехал в наш город по просьбе компании «Сибур». После прошел и турнир по плаванию на приз олимпийского чемпиона. Сегодня позанимаемся вольным стилем. Мастер-класс от легенды мирового спорта – мечта любого пловца. Александр Попов показывает упражнения, которые он использовал в своей карьере, чтобы показывать лучшие результаты. И тренер, и спортсмен всегда может заниматься саморазвитием, всегда может искать, находить что-то новое. Плавание кролем с согнутыми руками, прямые грибки. Его техника уникальна, но чемпион охотно делится секретами с юными спортсменами. Теперь на тренировках я буду больше уделять времени технике. И это просто бесценный опыт, который я на всю жизнь запомню. Александр Попов приехал в Казань в рамках реализации совместных социальных проектов компании «Сибур». Визит прошел при поддержке организации «Казань Оргсинтеза». Показать наши легенды спортивные, которые рассказывают о тех своих достижений, как они этого добились. И тем самым мы пропагандируем действительно через такие встречи здоровый образ жизни. Приходит такая легенда и здесь занимается. Наверное,
больше захотят прийти в бассейн детей и заниматься плаванием. После мастер-класса прошел турнир юных пловцов на приз олимпийского чемпиона Александра Попова. На этом все. Всего вам доброго и до встречи. Встречай Новый год в любимом месте. Оздоровительные лагеря компании «Татнефть» приглашают на зимние каникулы. «Солнечный», «Факел» и «Чайка» ждут вас. Профильная программа, креативные мастер-классы, спорт-бассейн и пятиразовое питание. 8 917 920 15 95. Действует спеццена, подробности на сайте social.tatneft.ru. Многопрофильный центр «Казанская клиника» – это широкий спектр медицинских услуг. Опытные врачи, доступные цены. Лушникова, 10, Глушко, 21А, 2 101 106. Nissan в РРТ купил. Скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ, 212 30 10. Впервые в ювелирном салоне «Яхонт». Грандиозная распродажа ювелирных изделий со скидкой 60%. Бриллианты, золото, серебро. От классики до самых современных новинок ювелирной моды. Успейте купить свое украшение в «Яхонт» со скидкой 60%. Потому что количество товара ограничено. Такое предложение не повторится. Воспользуйтесь своим шансом. Спешите в «Яхонт» на распродажу. Светлая долина. Старт продаж новых домов. Забронируйте квартиру на сайте akbarsdom.ru и по телефону в Казани 212 26 76. АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203 86 02. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Казань, 204 2 700. Здравствуйте! Началась новая неделя. Вместе с ней начинается заметное похолодание. О погоде на вторник чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца декабря. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачность сохранится. Пройдет небольшой снег. Если в первой половине дня всего -2, к вечеру заметно подморозит. Холодный континентальный воздух вытесняет теплую воздушную массу и на северо-востоке республики. Днем -5, а к ночи станет еще холоднее. В последующие дни синоптики обещают до 30 градусов мороза в ночное время. А пока слабый мороз в Агрызе, Менделеевске, Актаныше до -4 с небольшим снегом. В Арске, в Кукмаре, Балтасе температура также понизится. Днем -7 и небольшой снег. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске пасмурная погода. Также ожидается снег, а вечером подморозит. Стартует серьезное похолодание и в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Дневная температура -7. Ближе к вечеру подморозит и пройдет снег. Готовимся к сильным морозам. Одевайтесь тепло, берегите себя. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций.
О погоде в столице. В Казани по-прежнему облачная погода. Дневная температура -7, а к ночи подморозит до -12. Ветер западный слабый. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна полезная информация. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. В аптеках Farmland с 20 по 30 декабря 2021 года скидка 20%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и оставайтесь на нашем канале.